Ну, о чем он? В общем, Короче, когда я посмотрел вот этот вот форум, да, кавказских народов, и про то, что, ну, давайте будем честными, совершенно другой уровень. С нашим, ну, просто невозможно сравнить. Это действительно мы, как сказать, какая-то ясельная группа, в общем, у нас. Это вообще нельзя сравнить. Охренеть, что, дождь, что ли, будет? Но я начал вообще думать, то есть, получается, видите, исторически две стратегии было выживания. Одна более радикальная, да, а, что в смысле и, пожалуйста. Это Кавказ. Да, она а, на самом деле, знаете, вот смотрите, кажется, что кавказская стратегия, она более выигрышная, да, по сути, потому что больше пассионариев остается, пассионарности в целом, больше, м, больше, как бы сказать-то, стремления вообще, да, к свободе, к борьбе. Но опять-таки, видите, у нас разные все-таки действительно географические положения, и у Кавказа все-таки было, м, как бы сказать, тыл, да, выход к Турции, а у нас более другая ситуация, и мы, как сказать, отрезаны были от монгольского мира. И, возможно, видите, почему наши предки такую приняли, особенно это вот западные, да, ну, потому что они же первые вступили. Да, они первые больше приняли боя, но и больше в итоге ассимилировались. Если брать имена и частично религию, ну, много же христиан стало, в конце концов. Хотя там тоже были хитрые буряты, которые, даже, по-моему, сказка такая была, ходили, крестились. Ну, как, не сказка, это реальная как бы история. За деньги крестились, а потом это... Ну, в одном селе покрестится, бабки получат, дальше идут. Ну, чё, почему нет, да, если бабки дают. Такая вот история. Ну и действительно, многие взяли имена и даже фамилии русские. Это такая мягкая, да, мягкое сопротивление, можно сказать. Но, видите, вот если более агрессивный кавказский вариант, да, то получается, они более катастрофические потери в моменте несут. Хотя, видите, они и восстанавливаются быстрее, по большому счету. И у них тяга к сопротивлению получается выше. А у нас потери как будто бы, ну, я бы на самом деле не сказал, что меньше, но тем не менее, кажется, да, как будто бы потери меньше, но, видите, вот эта вот ассимиляция, русификация, она больше, потому что, как бы сказать, более мы принимаем, что ли, условия игры. Вот это надо как-то менять, по большому счету. Но как это так резко поменять, я тоже не знаю, честно говоря, не могу никакого ответа дать. Такое чувство, знаете, все сводится к тому, что это какая-то будет долгоиграющая история. И даже, видите, если оно вдруг завтра развалится, то это хорошо будет, если мы еще по какому-то, знаете, опять же, видите, с Кореей тоже сложно сравнивать. Здесь все равно активнее все было. У нас в силу нашей, как бы сказать, в последние годы из-за вот этой вот русификации, пассивности, эти процессы очень долго будут происходить. Потому что, понимаете,
Конечно, в идеале бы наш, видимо, я так понимаю, самый лучший сценарий это вот сценарий, который сейчас Казахстан использует и страны Балтии, да, использовали. То есть, когда они жестко свой язык изучали, а, не вот то, что сейчас в Казахстане происходит, да, в некоторых магазинах, там, учреждениях, они отказываются обслуживать на русском языке. Это все правильно, на самом деле, делается, да. Ну, у нас, конечно, это пока сейчас не будет, но ну, хотелось бы, чтобы у нас вот такое вот сознание, да, проснулось. Но, честно говоря, пока на данный момент, мне кажется, это какая-то вот какой-то нереальный сценарий, что ли. Но как за пример, наверное, стоит действительно. Может быть, в этом плане действительно надо больше изучать. Видите, смотрите, я так думал, если у нас этих батальонов не было, нету, то откуда они возьмутся? И вряд ли это вообще получится, да, в ближайшее время. Как? Просто для меня, понимаете, вот это было, когда я увидел этот форум, для меня это было, ну, не то чтобы шок, но я понял, что это, понимаете, вот ты ездишь или ходишь пешком, или ездишь на каком-то драндулете, велосипеде старом, да, и вдруг увидел автомобиль какой-нибудь, да, что-то такое, и ты понимаешь, что это вообще разный уровень. И я тут понял, что у нас, ну, понимаете, вообще нам до вот кавказского движения за независимость, ну, просто как до Луны пешком реально. Ну, вообще сравнить невозможно. Вот вы и можете видеть чуть ли не самого ярого сторонника независимости, абсолютно у которого минимум ресурсов каких-то. Ну, это просто сравнить невозможно, давайте вот честно будем. Это разный уровень. И в плане объединения, да, то есть, понимаете, режим, он все сделал для того, чтобы мы стали разрозненными, да, стравливал, это же всегда, разделяя властвуй, да, бурятов по, как бы сказать, разные рода, да, типа восточные, западные. Ну и сейчас пытается, я вижу, это делать. Это их любимая тема, когда у них ничего не работает, они начинают про это писать. Вот там западные такие или восточные такие. Хотя, по сути, никакого вот такого деления быть не должно, на самом деле. Это вообще бред. Это внушается. У меня... Ладно, не хочу эту тему даже продолжать. Возможно, стоит... Ну, то есть, видимо, это лучший вообще вариант, что ли, это вот опыт балтийских стран. Опять же, понимаете... ну, надо это изучать. Я вот попытаюсь в это углубиться, поинтересоваться, как у них это вообще получилось. Но опять же, понимаете, у них их оккупировали только в 40-х годах, да, получается. Их оккупация вот совсем недавно была, по большому счету. Но опять же, мы, да, как бы раньше, да, были оккупированы, но полная такая, наверное, не то чтобы ассимиляция, да, а поглощение, оно все равно в начале века произошло, вот в этих 1900-х годах. Я тут еще про такого человека узнал. Ой, блин, имя, у меня с именами плохо. Имя, ладно, потом. Сейчас, минуточку. Сейчас я посмотрю на втором телефоне. Я говорю, у меня с именами, к сожалению, плохо. Сейчас, one момент. Ну ладно, короче, пока это оставим на потом. Вероятнее всего, надо использовать именно опыт стран Балтии в этом плане. Опять же, понимаете, да, они получили независимость и даже в НАТО вступили, но, тем не менее, они все время на каком-то, знаете, в уязвимом положении находятся. Но, опять же, понимаете, это небольшие страны, давайте будем честными. Небольшие страны с небольшим
количеством населения и с ограниченным, конечно, вооружением. Вся надежда у них сейчас в данный момент на Украину, естественно, и на НАТО, да. То, что вот НАТО само в таком вот странном положении находится. Если честно, вот так взять, да, вот, э, понимаете, вот это надо отдать, на самом деле, должное, по большому счету, вот самой Украине, да, и тому, что Рашка в таком плохом состоянии подошла к войне. По большому счету, да, имея вот действительно такую большую все-таки армию, большую территорию, огромные ресурсы, просто огромные ресурсы по сравнению с другими странами, да. Ну, я имею в виду с соседями. Конечно, не сравниваю с Европой, там, не с Кореей, но, тем не менее, в своем-то, как бы сказать, околотке они должны были, ну, действительно, да, за 3 дня, если вот так взять, чисто по бумаге. Но видите, тем более там география-то не такая уж и тяжелая, сложная, открытые равнины, поля, но из-за того, что все-таки, понимаете, это же Рашка, раздолбайство, пририсовывание, вот эти потемкинские деревни. Видите, мир вообще вот спасает действительно то, что вот Рашка, она всегда такой была и остается. То есть вот это вот чинопочитание, казаться, а не быть, и, ну, раздолбайство внутреннее, да, и неспособность, как бы сказать, собраться, что-то сделать, и неспособность вообще к... Ну, один способ у них управления, да, это вот вертикаль. Они только это умеют, и все. А по-другому у них не получается. И это для мира на самом деле спасение. Потому что, если так взять... Но их зато плюсы в чем? В том, что они, получается, совершенно не ценят человеческую жизнь и способны огромные массы людей бросать в атаку, на смерть. Это, ну, наверное, ни в какой стране такого. Даже в Северной Корее, я как понял, они от того, что потеряли, да, своих солдатов, они сейчас как бы не рады. Даже вот такие вот жесткие режимы и то более гуманно относятся к своим людям. Такие вот дела. Поэтому, возможно, опять же, понимаете, сознание нынешних бурятов наших, даже не нынешних, а уже с каких там 50-х, 60-х годов, оно очень какое-то подавленное, так скажем. По большому счету, смотрите, ну давайте вот так будем размышлять. А почему у нас, собственно говоря, до сих пор нет правительства в изгнании? Ну, это же не только контрэлиты виноваты, согласитесь. Да, они делают все, что возможно, все, что надо, да, для ФСБ. Все это они делают, стараются, работают. Но само-то наше население, мы, к сожалению, понимаете, вот стали из-за того, что более мягкое сопротивление выбрали, мы стали более податливыми. И вот этот вот Homo советикус в нас, видимо, больше проник, чем на Кавказе, да, чем в тех ребят. Потому что идентичность, она, видимо, у нас действительно, мы больше взяли, что ли, вот это вот Homo советикус, человека. Ну, что это такое, да, Homo советикус? Это человек, который делегирует всю ответственность за свою жизнь на государство, ну, мы вот становимся как русские люди, короче, да, то есть, когда за нас как бы все решает государство, то есть мы не сами что-то делаем, не способны на объединение, а когда мы делегируем все это, да, вот, типа, это ваши обязанности, вы и делаете, типа, я там человек маленький, все такое, да. Оно, понимаете, ведет в конечном итоге к краху, потому что такая модель, она не жизнеспособна. И Советский Союз тому прямое доказательство. Это, понимаете, они по большому счету действительно совершили с народами огромную, как сказать-то, огромный геноцид.
огромное уничтожение именно идентичности. В этом плане у них действительно это получилось. Стерли вот это вот стремление к свободе, к независимости. Опять же, надо понимать, я думаю, в этом плане... Я, видите, смотрите, вот, ну да, контрэлиты, они, ФСБ, все это делают, да, работают. Они свою работу, ну да, по сути, хорошо выполняют. Давайте будем честными. Нет уже никаких реального, ничего нету, да, никаких движений. Просто признаем это. Нету ни Саха, ни Тувинского, ни Бурятского. Кроме Кавказа, мне кажется, да, вообще ничего нету, никакого другого движения за независимость. По сути, нету. Вот отдельные блогеры есть, и вот эти всякие засланные ребята, и все. И есть, наверное, какая-то, знаете, ну вот, те люди, которые уехали за границу, и на самом деле просто хотят там устроиться, жить, и им, наверное, хочется верить, что какое-то там движение есть, что-то делается, да. Может быть, они смотрят тоже вот за этими, как сказать, там, ну, вот этими фейковыми движениями, что они якобы где-то выступают, что-то как будто бы происходит. Но в реальности, давайте будем честны, ничего, конечно, не происходит, и не будет происходить, и не будет меняться. То есть, понимаете, смотрите, к сожалению, сам наш народ, как и многие другие, видимо, народы, он потерял свою субъектность. Мне, видите, почему тот стрим такой был жесткий? Мне не хотелось в это верить, но сейчас, мне кажется, когда я увидел то, что на Кавказе происходит, и то, что у нас ничего нет, мне казалось, все-таки у нас все-таки есть субъектность политическая, да, какая-то, ну, вообще отдельная. Но по большому счету ее, по сути, нету. Понимаете, вот что контрэлиты, что вот нынешние элиты, они же все борются на самом деле за внимание Москвы, по сути, за внимание русских. Ну, давайте будем честными. И наши сами буряты и привыкли к этому, да, то, что они не мыслят то, что мы можем сами жить, мы можем быть независимыми. Такого мышления на самом деле нету. Потому что если бы было, то не было бы страха у людей, согласитесь. А что тебе терять, если ты раб? И понимаете, у людей нету этого осознания. На самом деле, видите, когда человек понимает, что у него ничего нет, у него нет свободы, и у него нет никакого страха. А когда человек цепляется за какие-то мелочи, за что-то такое, то, как сказать, значит, у него кроме вот этих вещей больше ничего и нету в жизни. Такие вот дела. Поэтому мне просто, видите, глобально казалось, что у нас по-другому все, но я все-таки не осознавал, что это процесс, он, видите, только начался в 22 году. До этого, знаете, честно, ничего не было вообще. Не было с 900-х годов, наверное. С того момента, как те буряты ушли в Монголию. 90-е годы в расчет вообще не берем. И то, что было позже, это все херня полная. На самом деле, вот только в 22 году все началось. Мне кажется, тоже не очень, на самом деле. Наверное, скорее всего, можно сказать, на месте, как стояли, так и стоим. Особого движения нету никакого. Потому что само наше общество, оно очень инертное. И я говорю, даже когда начнется непосредственно распад, вряд ли большие массы людей выйдут на улицы, начнут что-то, хотя бы просто, знаете, на мирные митинги выходить. Многие люди предпочтут остаться дома, к сожалению. Потому что этот Homo советикус, который внутри нас сидит, он боится, он напуган, его... Ну вот оно, понимаете? Так оно на самом деле и есть. Такие мы и есть, к сожалению. Ничего здесь не попишешь. Контрэлиты действуют, ФСБ там работает, но мы же, видите, само-то наше общество, ну мы же не дураки, согласитесь. Много очень умных людей или еще что-то. Но многие начинают уходить в различные теории, да,
И на самом деле, когда ты слишком много думаешь, придумываешь какие-то теории или еще что-то, это же, знаете, самооправдание. Это, знаете, вот как тебя как бы ударили, да, плеткой, и ты начинаешь слишком много оправданий придумывать для того, чтобы не реагировать. Такая вот история. Поэтому, ну, как оно есть. Ну, в этой, видимо, надо идти по пути стран Балтии, по пути нынешнего Казахстана, потому что надо тоже это изучать, этот феномен, да, то есть вот я знаю, что есть некая любовь, не любовь, вернее, да, там, как сказать, но тем не менее, смотрите, то, что происходит, да, это же хорошо, то, что в Казахстане казахи просят, даже, можно сказать, требуют, чтобы там говорили на государственном казахском языке. Само общество, понимаете, это не то, что, знаете, сверху навязали. И в странах Балтии я такое, знаете, слышу уже не первый раз, что это еще при совке было в 80-х годах. Понимаете, уровень национального самосознания совсем другой был. Видимо, нам надо хотя бы с этого начинать. Опять же, понимаете, сейчас я понимаю, что это, наверное, действительно хотя бы в семьях. Что это, видимо, знаете, я бегу вперед поезда, понимаете. Наверное, это будет понятно, то, что я сейчас говорю, и даже элементарно для внуков, для правнуков, может быть, да, для каких-то других поколений. Но для нынешних это, как бы сказать, какие-то запредельные вещи вообще я говорю. То есть это никто так, скорее всего, завтра не выйдет и ничего делать не будет, требовать своих прав и так далее. Слишком этот Homo советикус у нас сидит, да и во мне он тоже сидит, и приходится каждый день его, как бы сказать, выдавливать, да, из себя. Такие вот дела. Ну что, видимо, смотрите, раз у нас не создалось никаких батальонов, и как на Кавказе, да, просто понимаете, я то, что там увидел, я увидел, что у них уже, по сути, готовое государство есть. С армией, с правительством в изгнании, ну, с готовой вообще инфраструктурой. По сравнению с ними у нас вообще просто ноль полный, ничего нет. И есть вот контрэлиты, которые на самом деле борются за внимание Кремля, и все. На самом деле, знаете, вот давайте будем честными, все эти контрэлиты, которые изображают какую-то там активность, они просто борются за внимание Москвы. Не хотят они на самом деле никакой независимости, по сути. Они и не верят в это, и не стремятся к этому. И если она вдруг действительно упадет, они даже не будут знать, что делать им. Понимаете, это будет такой коллапс, это будет оглушительная тишина и пустота, и вообще никто не будет знать, что делать. Я вам 100% это говорю. А люди наши как сидели дома, так и будут все сидеть и ждать. И все будут сидеть в таком, и даже ФСБ будет сидеть регионально и думать, что делать. Ну, они, конечно, это самые решительные ребята. Они сразу же и возьмут все в свои руки, на самом деле. И, наверное, у нас будет примерно, если у Рашки ничего не получится назад, да, как бы сказать, захватывать территории, да, и Бурятию в том числе, то это будет как, в лучшем случае, видимо, как в Корее, в Южной. То есть у них долгий период же была автократия тоже. Но, опять же, как бы сказать, по счастливому стечению обстоятельств у них то, что президента убили, этого автократа, процессы запустились. А так бы он это, как площадь Тяньаньмэнь планировал здесь устроить. То есть вполне возможно, я бы сейчас здесь в Южной Корее не сидел, и тут вообще была бы автократия до сих пор. Понимаете, это тоже просто повезло, на самом деле. Так вот бывает в истории. Но опять же, понимаете, Южной Корее надо понимать, что это совсем другой все-таки, совсем другая история у них. Здесь, понимаете, когда ты вообще долго живешь в Корее, ну, наверное, я не так долго живу, но тем не менее, ты привыкаешь к человеческому отношению. Вот в всяких учреждениях, да, допустим, лежат очки для людей, у которых там кто-то забыл очки или еще что-нибудь, проблемы.
И здесь вообще, ну, на каких-нибудь заводах, допустим, там напитки есть, там, или мороженое дают, что-то такое. Ну, а о том, что кормят бесплатно во время обеда, это вообще не надо говорить. И много таких вот вещей маленьких, да, но видно, что их для людей делают. И просто когда вспоминаешь, как в Рашке какое отношение, да, а, вот когда вот, знаете, вот реально, когда вот как-то стравливают людей, да, когда а, какие очки тебе, да, в учреждении? Тебе там наоборот заставят как-нибудь, чтобы ты там бегал в поте лица с этими бумагами своими или еще что-то. Ну, тебе, знаете, вот это бесчеловечное отношение. И когда ты видишь, как по-другому может быть, когда, ну, это мелочи на самом деле, но оно все равно. Мне-то, допустим, очки не нужны, но я понимаю, что у человека, ну, разные люди, да, у кого-то проблемы со зрением. Он приходит, и это нормально, понимаете, он взял эти очки, попользовался, положил назад. Это мелочь, но это приятно. Или остановки, которые ты приходишь, и зимой там она будет, как сказать, нагреваться, да, эта лавка, а летом она будет охлаждаться. Или, ну не везде, но все равно много где есть, где массовое скопление. Или вот заходишь, как бы, прямо она оборудованная, закрытая будет, да, остановка. Там тоже вот летом кондиционер включается, а зимой это обогреватель. Как-то так. Таких вещей, понимаете, на каждом шагу много. И это, понимаете, и еще люди друг другу здесь, понимаете, доверяют. Вот, допустим, наверное, ну ладно, расскажу. Одну вещь я продавал, и покупатель, как сказать, мне уже деньги все отдал и ушел там, ну, ему надо было пакет купить, понимаете? Вот вы представьте, в Рашке он ушел минут на 10. Ну, понятное дело, что я его ждал там. Понятное дело, что, ну, если что бы он, наверное, обратился куда-нибудь в полицию, там, да, по камерам или еще что-то. Но, понимаете, у человека даже не возникло, как бы сказать, подозрения, что я уже деньги получил, товар-то у меня мой, да, до сих пор. И я могу взять и куда-нибудь там слинять, да, или еще что-нибудь. Понимаете, вот такое вот доверие на уровне такого. Представьте, в Рашке у нас, да, что вот ты деньги оставил, товар не взял и ушел куда-то за пакетом и потерялся на 10 минут. Вы можете себе такое вообще представить? Так что, ну, вот много таких вот вещей. Ну, конечно, наверное, и бывает какое-то кидалово или еще что-то. Но опять же, я думаю, это, наверное, единицы или еще как-то. И больше, наверное, ты встретишь такого от наших как раз-таки. Хотя наши тоже здесь меняются со временем. Хотя многие, конечно, гундят, что-то не нравится нам или еще что-то. То, что доллар сейчас, да, к воне стал выше. Тоже из-за этого гундят. Ну, блин, ну, езжайте тогда назад в Рашку, там, без бензина, без интернета, попробуйте там пожить. Не знаю. Просто, опять же, видите, к сожалению, у нас тоже вот это вот впитывается, видите, в Рашке вот это вот жаловаться на жизнь. Это на самом деле плохо. Это не надо это делать. Но опять же, понимаете, там это обессилие. С одной стороны, понятно, да, то, что ну, ты не можешь никак повлиять на свою жизнь, по сути. Потому что, видите, она действительно делегирована государству, да, то есть правителю. То есть ты на самом деле никаких решений в жизни-то, по сути, и не принимаешь. Тебя захотят отправить на войну, отправят как скот какой-то. И все, ты ничего не можешь с этим сделать. И придут, повестку дадут, менты тебя скрутят и увезут, и все, и мясной штурм. И потом этот беспилотник где-нибудь тебя, как его, дрон закобзонит, и все. И все, и жил ты, не жил, нахер никому не нужен. Такие вот дела. А я даже не представляю, знаете, когда ты в другой стране живешь с другим менталитетом, это кажется, что это какое-то варварство, понимаете? Хотя думаешь, а я там тоже жил, оказывается. Такие вот дела. Ну, это, понимаете, это вот фильм «Чучело», но смотрели же, вот где там травля такая.
Но опять же, это, видите, чучело, я думаю, на минималках, потому что, ну, среди детей, наверное, такое, а среди взрослых-то вы видели, что там происходит? А, Они своих же, получается, в эти ямы закидывают. Но это страшно смотреть на самом деле. Пытки там устраивают, еще что-то. Это они даже не своих врагов, получается, они своих же. Это вообще... Это действительно какой-то, знаете, вот Рашка это какой-то ад на самом деле. Филиал ада на земле. Реально. И этот ад, понимаете, если ему не сопротивляться, он имеет склонность к распространению, понимаете. Если их не сдерживать, не обращать внимания, они будут пытаться захватить чужие территории и устроить там такой же ад, как у себя. Такие же вот бесчеловечные понятия, бесчеловечную жизнь. Такие вот дела. Поэтому, что касательно нас, я так понял, понимаете, если наш народ настолько пассивный, видите, это минус вот этой вот стратегии, которую в свое время, ну, понимаете, это сейчас осуждать смысла нет. Наши предки так выбрали, все. Значит, другого варианта не было. Может быть, полностью бы тогда уничтожили бы, да, наше бурятское население. Надо просто с этим примириться с этим, да. Да, выбрали такой путь. И теперь-то как? Теперь надо как-то восстанавливать эту идентичность. Теперь с 22 года, когда все стало понятно, очевидно. Видите, смотрите, вот, ну, многие, наверное, думают, почему вот так вот жестко, да, я вообще веду этот канал и все такое. Но, понимаете, если тебя хотят... Ну, мне, конечно, повестка не приходила, но она бы пришла, наверное, или еще что-то такое, да. Ну, я просто не мог смотреть на это, мириться. Если тебя хотят, как какое-то быдло, не знаю, как мясо отправить на войну, чтобы ты там подох и убивал других людей против твоего желания, и даже не только тебя, да, а весь твой народ, ну, соответственно, ты, как сказать, будешь ненавидеть просто, да, это государство. У тебя не будет никогда к нему больше любви. Хотя и не было, я думаю, да, ни уважения, ничего. Ну, ты не будешь его никогда больше нормально воспринимать. И, ну, для меня это вообще все уже. Поэтому я думаю, это естественно вообще для любого нормального человека. Я просто, знаете, вот поражаюсь тому, что другие люди, насколько у них уровень, как бы сказать... Я даже не понимаю, что это такое, что это за слепота такая, да, когда люди живут, вот у них проблемы там с интернетом, с бензином и так далее, и они... Сейчас еще пример приведу. И они, ну, делают вид, что нет никакой проблемы с войной, с какими-то другими вещами, а вот только вот чисто бытовые проблемы, да, вот. Ну, и думают, что это временная какая-то проблема с бензином. Там у вас огромный процент НПЗ уже взорвали, вы на что там надеетесь-то? На импорт этот из Индии, да, то, что вот с Индии придет такой хороший бензин и заживете, да? Ну-ну. Ладно. В общем, смотрите, вот для меня сейчас я совсем по-другому смотрю на эту ситуацию. Когда вот эта мобилизация была, многие пытались, знаете, вот, я просто, ну ладно, имя не буду называть, просто скажу, одна девушка, ну, она, как бы сказать, у нее есть некая медийная известность, вследствие этого она смогла защитить своего, так сказать, мужа, да. Почему? Муж, они были, получается, многодетные родители. И смотрите, она именно на это апеллировала. Ну, я понимаю, видите, она выбрала, как бы сказать, такой путь. Но, по большому счету, смотрите, это о чем говорит, да? То, что и для общества это было нормально, и для нее тоже нормально. Но
если по сути брать, это вообще ненормально, да, то, что ты как бы, получается, соглашаешься с тем, что мобилизация есть, она идет, ты соглашаешься с государством, соглашаешься, по сути, с войной, но ты только говоришь то, что, типа, этого мужа нельзя брать, потому что это многодетная семья. Понимаете? А так-то ты с войной, получается, соглашаешься. И это, по сути, в корне неправильно. То есть а, ты вообще должен говорить, а с какого хера вы вообще меня должны забирать на войну? Почему так? Если я вообще не хочу не воевать или еще что-то, и вообще это преступная война. Но, видите, наши люди настолько вот запуганы этим государством, и настолько наши люди homo советикусы, которые даже и не думают о том, что вообще в принципе нельзя, ты отдельная личность, единица, и у тебя есть права. Ну ты в конце концов, ты же человек, по сути, ты родился человеком, ты же не просто какое-то тело, да, беспонтовое, которое можно отправить на войну и там его закобзонить и так далее, да. Ты же не раб, в конце концов. А видите, у людей настолько зашоренный взгляд на этот мир. И понимаете, вот, если честно, я даже не знаю, но ну, надо как-то, видимо, пытаться что-то делать. Как людей вот это вот перекодировать-то. Я понимаю, когда, видите, независимость будет, когда, опять же, в моем сейчас нынешнем прогнозе она, как бы сказать, случится очень не скоро. Потому что, скорее всего, вот, допустим, представим, да, Рашка рухнула, а, где будут вообще силы, которые выйдут на улицу и будут требовать своих прав, отстаивания, если они, как сказать, даже не смогут внутри себя сформулировать то, что они, ну вот как с этой девушкой, да, которая призывала не брать ее мужа, потому что вот он многодетный как бы отец, да. А здесь, понимаете, это же кардинальная точка зрения должна быть на то, что, ребята, мы теперь вообще независимые, и мы сами будем развиваться. Вот найдут ли наши буряты и другие народы в себе вот эту вот силу, чтобы это принять и, более того, внутри себя принять и еще и про это говорить, и еще этого требовать, понимаете, хотя бы на мирных митингах. Вот это вот будет ли у людей? Как этого добиться? Я понимаю, как это сделать через поколение. То есть, ну, так как я педагог же по образованию, по первому, это в школьной системе это легко сделать, особенно в интернатной системе, да, то есть детей мы берем, воспитываем их, это все нормально. Ну, то есть нужна, конечно, новая учебная программа, то есть вот независимость, и я это сразу понимаю, что это можно просто все, как бы сказать, сразу, школы можно сразу закрывать на самом деле, в любой момент, что пока новую учебную программу пишем, пускай они все дома сидят, эти дети, ничего страшного. Затем новая, когда школьная программа будет, уже начинать их учить. Опять же, понимаете, там целая будет телега, история, как быть с переходом на бурятский язык и так далее. Но опять же, здесь, видите, нужны какие-то решительные меры. Это да, это сложные все вопросы, но решаемые. Но как дойти до того, чтобы вообще наше общество вот это вот приняло, да, то, что мы не какие-то рабы, да, системы русского мира, а право имеем, да, так сказать, что мы требуем, хотя бы внутри себя верим, да, в это, то, что вот у нас будет независимость, и требуем этого. Это, понимаете, это вообще целая история. Как взрослых людей, которые прошли через эту русскую школу, которым впитывали там этого Пушкина, Достоевского, ну, вообще то, что к нам вообще никакого отношения, по сути, не имеет. Нам-то он зачем вообще сдался? Пушкин, Достоевский, бурятам и Саха, да, другим народам. Нахер нам, если у нас свои ученые, свой язык, своя культура, своя история, мы какую-то чужую историю все это время и чужой язык изучали, который нам вообще нахер не сдался. Понимаете? Как до взрослых людей до этого достучаться? Это вообще тяжелая очень история, у которых на самом деле огромные проблемы с идентичностью.
это, видимо, очень долгий будет период, что ли. Ну, я, видимо, буду изучать пока, что мне еще делать, опыт балтийских стран, изучать то, что в Казахстане происходит сейчас. Ну, это, понимаете, это опять же от государства, видимо, все-таки идет. Но я считаю, что это хорошо, то, что они требуют от своего общества, да, вот такие вот казахстанские патриоты, казахские патриоты, вернее, ну, казахстанские патриоты, чтобы обслуживание было на казахском языке. А почему нет-то, если это государственный язык? Ты же в Америку приедешь и не будешь там на русском что-то, как бы сказать, требовать, да? Ну, понятно, что в Америке это английский язык. В Англии, ну, в Испании, там, испанских, других странах, да? Ты же не приедешь в другую страну и не начнешь там права качать. А почему ты в Казахстане должен приехать и, как бы сказать, требовать, чтобы тебя на русском обслуживали, если там государственный язык казахский? Это же логично, согласитесь. Такие вот дела. Но первый этап, видимо, самый сложный вообще. Потому что у людей просто нет понимания. Как это им в голову вбить, когда они прошли русскую школу, русифицированы, по сути. Это очень тяжело. Такие дела. Так, тут у меня целая куча ботов опять образовалась. Мы Казахстан с Россией. Нет, таких надо сразу блокировать. Приветствую украинцам из Чечни. Удачи вам. Мы, украинцы, неужели вы думаете, что мы согласились жить под рашистами? Да, кто-то, возможно, и ждал, кто-то испугался, но другие делали и будут сопротивляться. Ну, видите, это вообще тоже на самом деле надо изучать. Так, как бы сказать, на бумаге, как будто действительно, да, славянские народы столько лет жили тоже под оккупацией, но всегда стремление все-таки украинцев было к независимости, и они сейчас это показывают. Так что не только балтийский опыт надо изучать, но и украинский. Просто по итогу все сводится к тому, что российские граждане почувствовали войну только на 4-м году, и даже без мобилизации на свободной, гидной, сведомой и потужной Украины. Ой, блин, начинается тут. Я думаю, это какой-то нормальный комментарий, это ботяры. Еще смотрите. Когда такие, как ты, отцы, про меня, что ли, свою трусость прикрывают осторожностью, дети твои свое рабство принимают как должное. Ну, я согласен, но конкретно меня-то это точно не касается. Да, понимаете, вот на Кавказе что хорошо, они вот прямо говорят, и в Украине сейчас тоже, да, что мы не хотим оставлять эту проблему. Эта проблема же, видите, никуда не денется. Они не хотят ее оставлять на своих детей и внуков. Мы, к сожалению, оставляем ее. Но, видите, мне просто, видимо, ничего не остается, как признать просто это и все. То, что вот эти вот проблемы, которые мы сейчас не решаем, мы их переносим на следующее поколение. Так же, как, ну, опять же, видите, что теперь сделаешь, раз так сложилось. Но сложилось, как сложилось.
Наши предки тоже, получается, перенесли все это на нас. Хотя бы в 90-х, если бы наши, получается, родители, да, там, бабушки, дедушки были более активными, наверное, мы бы сейчас в другой ситуации были. Поэтому, буряты, задумайтесь об этом и другие народы. Да, мы сейчас боимся, а хотите ли вы, чтобы ваши внуки шли умирать за русский мир? И какой процент вообще бурят останется? Как вы хотите, чтобы они жили? И видите, такими темпами, как Рашка сейчас уничтожает природу Бурятии, что вообще от нее останется? Сколько леса уже выпилено? Что с Байкалом происходит? Лес на Байкале выпиливается. И уничтожение языка происходит, культуры, истории. Что, какая жизнь будет у наших внуков? Просто вот об этом подумайте. Ну, пока безволие такое, что поделать. Я из Татарстана, и мне обидно, что республика не находится на границе, иначе она в 91-м тоже отделилась от СССР. Ну, в 90-х годах, да, Татарстан, я так понял, очень сильное было желание отойти, но, к сожалению, не отошли. Зря, конечно. Что мне пишет? Я русский, приехал побухать в Нур-Султан, и какой-то мне говорит, чтоб я на казахском разговаривал. Я 3 дня ехал. Ну, конечно, это другая страна, другое государство. А с чего, почему вот мы в Рашку приезжаем и должны говорить на русском, а русские приезжают в Казахстан и думают, что там можно говорить тоже на русском, если это другое государство. Понимаете, вот в этом нацизм и есть же, великорусский шовинизм. С какого хера в другом государстве с вами должны говорить на русском, понимаете? Если это другое государство, другой народ, это надо просто принять. Вот из-за этого война и происходит. В Украине не хотели воевать, но они и не хотят тоже, чтобы их идентичность уничтожали, понимаете? Они хотят в своей стране жить сами и говорить на своем языке. При этом они не ущемляли же там русский язык. Нормально все это было. Но, понимаете, вот это же, как бы сказать, элементарные вещи, понимаете? Почему так сложно до русских это вот не доходит как-то? Что в другой стране другой язык. Ты в Узбекистане, ты будь добр, на их языке говори. В Казахстане на казахском. Ну и в других странах, да. В странах Балтии на их языке. Ну или хотя бы на английском, да. Но с тобой никто не хочет там на русском говорить языке, даже если они его и знают. Они просто требуют, чтобы к ним относились как равноправным. И все, больше они ничего не требуют. Они же вас ничего не заставляют там или еще что-то. Это же элементарно просто. Ты же в Америку приедешь, там не будешь с ними на русском говорить. Тебя никто и не поймет. В Германии, да ну нахрен. Здесь, понимаете, в Корее, да, вот, чтобы вы понимали, недавно целый, как бы сказать, скандал произошел, да, то, что они, ну, на чемпионате мира не очень хорошо по футболу выступили, и тут обрушились прямо на главного тренера. Ну да, конечно, я понимаю, что, как сказать, такое бывает, да, в спорте. Но все равно как-то они, знаете, переборщили, что ли. Пришлось этого тренера, ему вообще, во-первых, уволиться, потом его встречать вооруженная охрана, полиция, да, чтобы его не растерзали. И пришлось ему покинуть даже страну, этому главному тренеру. Понимаете, вот насколько общество, да, оно здесь свободное вообще. Здесь постоянно митинги, требования какие-то. Общество, оно, понимаете, знает свою силу. Тут хрен заставишь, да, что-нибудь, как сказать. Даже, знаете, на самом деле, наши несчастные гастарбайтеры здесь настолько защищены, по сути, даже если тебя здесь будут материть, хотя бы, да, ты на самом деле можешь пойти и пожаловаться тоже. Ну, это все равно люди тоже знают.
А если еще и запишешь, то там, даже если ты несчастный нелегал, да, у тебя вообще никакого разрешения, ну ты вообще нелегал ты, да, даже в этом случае все равно, понимаете, насколько здесь права человека защищены. Тебя начальник обматерил, а ты пошел, пожаловался, и все, и он на штраф попадет, и тебя даже не депортируют. Это то есть как бы в обход как бы этой будет иммиграционки делаться. Понимаете? Тут, видите, тут вот что такое права человека. А вражки, там, блин, все через каждый день друг друга матерят, и хоть бы хрен. Не то, что матерят, а там бьют, избивают, еще что-то делают. А здесь тебя даже просто обматерили, и уже можно пойти и настучать. Понимаете, это каждый начальник на производстве, он тогда понимает, да, что, ну, даже нелегалов, да, которые не знают язык, приехали сюда, хрен пойми откуда, да, из каких стран, но даже его, ну, нельзя его унижать, оскорблять. Нельзя его материть просто так. Понимаете, вот насколько человеческое достоинство здесь ценится. Был бы союз. Союз развалился по экономическим причинам. Миниханов оказался предателем, он и крымских татар уговорил сдаться русским, хотя они же уже создали свой межлис и фактически захватили власть. Это позволило русским вторгнуться в Крым и аннексировать. Недавно отец за сына убил полицейского, который пришли его отправить на войну. Как я понял, это было в России. Его сын дезертировал, его искали, и чтобы спасти своего сына, он взял в руки оружие. Ну да, я слышал тоже. Но другой момент, то, что он там все-таки по контракту 1,5 года отвоевал, вернулся домой. Ну, конечно, отец поступил действительно... Вот такие вот люди, действительно, они репутацию русских спасают, конечно. Другой момент, то, что он все-таки отвоевал там, это тоже не очень хорошо. Это как бы не упоминается, да. Ну, отец поступил как настоящий мужик, да, спору нет. Вот это нормальный русский человек. Здесь, да, вообще не поспоришь ничего. Как тот этот Зиничев, да, в Иркутской области где-то, который этот... Понимаете, если бы вот таких случаев много было бы, и совсем другое бы отношение было к мобилизации, и вообще к войне даже. Это Зайцев, по-моему, его фамилия. Сейчас его посадили. Вот такие вот тоже бывают русские мужики. Нормальные. Рашка, ты посмешище, который говорит о уважении и законе, мою страну оскорбляешь. Но если эта страна, вернее, недогосударство, оккупировала мою территорию, уничтожает мой народ, уничтожает мой язык и историю, какого хера я буду с уважением относиться к ней и называть ее как-то уважительно? Ну, в целом, конечно, если как-то на международной арене разговаривать, придется, да, соблюдать дипломатически. Но пока я в статусе блогера свободного, мне кажется, я могу так говорить. Просто действительно, вот честно вам скажу, я не уважаю эту страну и этих людей. Вот есть отдельные представители, как тот же Зайцев, да, но всех нет, не уважаю. За что мне их уважать? За то, что они закрывают глаза на эту войну? Понимаете, действительно, я не уважаю этих людей вообще. А за что уважать-то вообще? Что они хорошего сделали, кому? И сейчас делают. У них проблемы только с бензином, там еще что-то. А то, что там людей убивают, и своих, и других, им вообще пофигу. И наш народ уничтожает. Видите, в этой войне вообще действительно две решаются задачи больших. Это уничтожение наших народов, бурятов, саха, тувинцев, других, да, таких наиболее, как бы сказать, решительных, да, которые готовы, ну, не боятся пойти на войну, взять в руки оружие. И уничтожение украинского этноса. Все равно, как бы то ни было, несмотря на то, что с рашкинской стороны потери 1 к 8, получается, ну, на одного убитого украинца 8 русских, но тем не менее, все равно украинское население тоже меньше становится. Ну, вследствие того, что кто-то уезжает, да, на фронте погибает и так далее. То есть, видите,
как бы то ни было, эта задача все равно русского государства решается. То есть, понимаете, за счет этого они хотят навсегда вот этот вот нерусский вопрос решить и заодно украинцев. Ну и потом и за белорусов возьмутся. Там в Беларуси тоже очень плохо все с языком, с идентичностью. И за казахов, и за остальных, если смогут. Если Украина не победит. Но мы должны все болеть за Украину, на самом деле, и помогать всячески, чтобы они победили, в конце концов. Потому что, видите, это все равно не кончится. Если даже сейчас перемирие будет, это все будут понимать, что это отсрочка. То есть русские все равно через какое-то время подкопят, какие-то там будут новое вооружение делать, или еще что-то, и все равно будут заново нападать. Они не изменятся. Блин, дождь, что ли, пошел? Блин, дождь попер. Да. Надеюсь, недолгий. Ну ладно, наверное, на сегодня как бы все. В общем, касательно, честно говоря, знаете, сложный вообще вопрос. Я так понял, у нас уже не будет такого, как кавказский вариант. И раз его нету, значит и не будет вот этих батальонов и правительств. Вообще ничего не будет, короче. Вот такая вот вялотекущая какая-то херня будет. Потому что сам народ, ну, понимаете, сколько бы там, знаете, вот не пеняй на ФСБ, на контрэлиты, но если сам народ, как бы сказать, массово не хочет ничего делать, ну, а как его заставишь-то? Они так и будут сидеть, и что поделаешь? Ну, я пока хочу здесь по буддийским храмам поездить, поснимать, попробовать документалку сделать, на YouTube выпустить потом. Просто интересно, да, поизучать историю Кореи, в том числе буддийские храмы. И, ну, поразмышлять, поизучать опыт Балтии, стран Балтии, попытаться что-то сделать, какой-то внятный материал по этому поводу. Ну, как бы сказать, видите, я тоже ограниченный в средствах и в целом в своем как бы влиянии. Что я могу-то по большому счету? Если люди сами не хотят ни к чему стремиться, ничего не делать. Понимаете, вот я когда в образовании работал, у меня там все равно продуктивнее было. Потому что, хотя, знаете, я вот работал с такими трудными вообще детьми. Между прочим, большинство все русские были. Но все равно, понимаете, за год работы я многого на самом деле там достиг. Это были дети там 8-го вида и так далее. Ну, кто понимает, тот понимает. Ну, немного с умственной отсталостью. Такие трудные дети, короче. Но все равно мы пытались, что-то делали. У меня была воспитательная работа, получается. А знаете, вот там все как-то легче, понимаете? А когда касается... Это, видите, это вообще сравнить невозможно с вот этой вот работой, да? Это капец как-то тяжело все. Хотя казалось, да, там намного сложнее. Такие дела. Помню я как-то это... ладно. Да, дождик пошел нормальный такой. Так. Какие глобалисты это? На самом деле, эта война, я вот говорю, понимаете, она же в голове сидит у русских шовинистов. Вот человек пишет, почему типа он должен приезжать в Казахстан и говорить там на казахском, когда он хочет на русском говорить. Понимаете, вот из-за этого война и происходит. Вы что думаете, в правительстве Рашки другие люди сидят, они тоже так же и думают. И это все поддерживают на самом деле. Да понимаете, это все миф, что только вот один Путин там хочет воевать. Ни хрена подобного.
Это когда, знаете, когда русские смогут это принять, что в других странах есть другие народы, и у них они ничем не хуже, и у них есть желание в своей стране говорить на своем языке, чтить свою историю, тогда только вот это перестанет. А пока, причем, понимаете, сам-то русский народ, он же не живет хорошо, при том, что огромное количество тех ресурсов, которые они захватили, но это, понимаете, как собака на сене, да, захватили, но ничего у них хорошего-то, они сами-то вот эта масса не видят от этого. Только вот небольшая прослойка ФСБ и правительства жрут, и все, остальные нет. Но при этом им, как бы сказать, в отместку, да, вот этот шовинизм внушается. Вот вы типа, зато вы лучше, да, живете в дерьме, без денег, без, как сказать, без удобств, без ничего, хотя могли бы жить не хуже, чем в Эмиратах, да. Ну, там тоже до хрена же всего. И нефти, и леса, и всего. Даже при таких условиях, да, которые вот так вот разбазаривают, когда, да, все ресурсы. Это, понимаете, это же психология именно захватчиков, оккупантов. А почему они будут жалеть чужие ресурсы? Это же ресурсы не русского народа. Это ресурсы наши, бурятские, саха народа, других народов, татарского народа. А чего им будут жалеть русские чужие ресурсы? Это все равно временно все. Понимаете, это вот психология оккупантов, захватчиков. Это же не свое собственное. А свое собственное где? Непонятно. Вот такая вот и история. Но пока этого осмысления не будет, ничего не изменится. А ничего не говорит о том, что это поменяется в ближайшем времени. Ну ладно, ну худут. У меня, короче, еще и телефон, оказывается, садится. За Байрла, комментарий, башты, лайк, ты за, ну худут, дахину,